Международный молодежный форум «Молодая Абхазия» продолжил работу по 5 ключевым направлениям государственной молодежной политики для активистов из Абхазии, России и Южной Осетии. На площадке молодежные проекты и программы директор ресурсного молодежного центра презентовала грантовые конкурсы. Представитель программы «Больше, чем путешествие» раскрыл их образовательный потенциал, а представитель российских студенческих отрядов поделилась опытом участия в их программе. Действительно был живой диалог, и у ребят очень отрадно появились вопросы, предложения по работе наших программ, проектов совместных, потому что нам важно исходить из того, что нужно молодежи. Не навязывать свои какие-то протокольные шаблонные мероприятия, а именно слушать молодежь, что у них есть сейчас потребности, какой запрос для активности, и уже под них формировать тот продукт, которым они воспользуются. Спикеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, организации «Народный фронт» и Центра «Воин» на сессии служения как норма жизни презентовали проекты по добровольчеству, патриотическому воспитанию и социальной ответственности, предложив участникам мастер-классы по сборке оружия, первой помощи и управлению дронами. Мы рассказали об основных инициативах, об мероприятиях, которые реализуют организации, такие как Всероссийский студенческий корпус спасателей, Народный фронт, Центр патриотического воспитания «Воин». Рассказали им об основных мероприятиях, о методиках работы с детьми и молодежью, о тех методах подготовки наших добровольцев либо курсантов, которые участвуют как в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации, как в обеспечении безопасности при проведении различных мероприятий. Для нас очень приятно прошла беседа. Нам задавались различные вопросы, на которые мы охотно отвечали, и я надеюсь, что довели всю основную информацию до ребят и готовы поделиться опытом и развивать смежные направления у вас. Патриотическое воспитание молодежи – это приоритет любого государства. Есть известное изречение: если хочешь победить своего врага, воспитай его детей. Поэтому патриотическим воспитанием молодежи нужно заниматься государству в первую очередь, потому что если не будем заниматься мы им, то будут заниматься им наши враги. Поэтому будущее нужно воспитывать на системной основе. У нас сегодня 50 собственных образовательных программ в Центре «Воин». Мы готовы с коллегами поделиться. Также будем совместно организовывать и проводить военно-спортивные игры. И кроме этого, данное соглашение предусматривает возможное оказание имущественной поддержки Центру Абаск, и мы планируем приобрести для Центра Абаск материально-техническую базу для учебного процесса, такую, которая сегодня также вот у нас в Центре «Воин» используется для образовательного процесса курсантов. Эксперты сессии «Работа международных СМК. Риски и вызовы современности» разобрали методы противодействия информационным угрозам и роль искусственного интеллекта, подчеркнув, искусственный интеллект – это эффективный инструмент, но он не способен заменить человеческую душу и уникальный авторский взгляд. В нынешний век СМИ, особенно для СМИ, информационных агентств, практически нереально полностью закрыть. Утечку информации. Я не знаю, как там у программистов, хотя вот недавно слышал, что программисты тоже используют искусственный интеллект для создания кода. Вот. Каким образом потом понять, какой код создан искусственным интеллектом, я вообще со страхом смотрю момент, когда искусственный интеллект сам будет ставить себе задачи. Участники площадки «Патриотическое воспитание молодежи» обсудили методики работы с подрастающим поколением, сохранение исторической памяти и современное понимание патриотизма как осознанного труда на благо своего края. Руководитель Центра развития КВН Руслан Волошин и вице-чемпион Высшей лиги Павел Кудрявкин провели мастер-класс по КВН-движению, разобрав творчество как мощный трамплин для карьеры. Кульминацией образовательной программы стало главное пленарное заседание с участием статс-секретаря, заместителя руководителя Росмолодежи Дениса Аширова, председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Тараща Хакба, а также Ахры и Аляса Авицба. Спикеры провели дискуссию о государственных мерах поддержки, проблемах кадрового дефицита, уважении к старшим и важности сохранения родного языка. Нас многое куда пускают, нас многое что нам дают, но мы почему-то перестаем это ценить, перестаем это в себя впитывать и передавать. Вы понимаете, что это не вам дают, это вашему поколению, чтобы вы передали следующему. Вы должны, коль туда поехали,
максимум впитать, а поехать взять те знания, которые там дают, привезти их домой и распространить среди своего возраста, передать следующему. Это ваша прямая обязанность. Завершился вечер подписанием ряда соглашений между абхазскими и российскими организациями. Молодая Абхазия и Народный фронт договорились о совместных социально значимых проектах, форумах и научных конференциях для развития добровольчества и лидерских инициатив. Абхазский корпус молодых специалистов и Всероссийский студенческий корпус спасателей закрепили партнерство в сфере безопасности и жизнедеятельности. Организации будут проводить совместные учения, развивать спасательные отряды и обучающие программы. Объединение «Абхазский центр воин» объединят усилия в военно-патриотическом воспитании и спортивной подготовке молодежи, включая обмен специалистами и участие в совместных соревнованиях. Подписанные документы закладывают прочный фундамент для разработки практических дорожных карт и долгосрочных двусторонних проектов. Ирина Богателия, Заур Лиев, Раму Камке, Абхазское телевидение. Единство